Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха-информационного агентства. Россия продолжает находиться под давлением западных санкций, однако фактически во всех направлениях наша страна делает импортозамещение. То же самое касается и сферы туризма. Ростуризм говорит о новых президентских грантах, разрабатываются новые программы поддержки наших местных предпринимателей. И сегодня мы поговорим с нашим местным республиканским туроператором, фирмой ООО «Уйгубыян». И нашим собеседником будет Раиса Кантоева, генеральный директор фирмы. Раиса Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, всех приветствую. Расскажите, пожалуйста, о деятельности своей фирмы. Давно ли вы работаете и какие направления можете предложить нашим республиканским любителям отдохнуть? Мы являемся официальным туроператором, зарегистрированным в госреестре туроператоров. А так начали деятельность, продолжаем уже третий год, работаем, да, начинаем третий год работать. Начинали мы в 2020 году, в феврале, это был 13-й день, так скажем, самый сложный год, пандемийный, да, получается. Было сложно, и мы успели перестроиться, в условиях этой пандемии и запустить новое направление по проекту продвижения. И по этому проекту мы изготавливаем видеоролики социальные, рекламные, мультяшные. Занимаемся СММ-продвижением. Вот сейчас мы подстраиваемся под новые реалии и перешли в ВКонтакте. И также у нас есть графический дизайнер. Оформляем макеты различные, сотрудничаем с компаниями. И также мы проводим культурно-массовые, официальные, торжественные такие мероприятия. Расскажите, пожалуйста, более подробно о направлениях по туризму. Что можете предложить жителям Якутии? Вообще, в целом, как человек, который объездил, так сказать, 23 района нашей республики, я бы хотела предложить вообще своим землякам внутренний туризм. Наша республика славится очень красивыми пейзажами, и она очень особенная такая, Красота природы, она такая, в одном районе там более просторно, там отдыхается с душой, в другом районе там горы, хребты, где-то, горные ручейки, но она отличается, такими особенностями и просторами. И хочу сказать, что вообще выезд в родную республику, в любой район, для меня это в первую очередь творческое вдохновение, энергия жизни и яркие эмоции. Это самые лучшие впечатления, так сказать. А сколько направлений существует? Что не только для жителей республики, а, например, гостям из, скажем, центральной России, что мы можем предложить? Ленские столбы, например, достояние всего мира. Сейчас очень актуальные выезды, в горы Аймякёне, очень много сейчас стало, вообще востребовано стало. И сейчас в связи даже с санкциями, я думаю, что это очень перспективное направление вообще в целом по внутреннему туризму. Это возможность для каждого, те, кто проживает здесь и вообще по всей России, вместо того, чтобы побывать вне, вдохновиться, так сказать, энергией, красотой именно внутреннего туризма, этой красотой природы, особенности нашего региона. Примерно сколько стоит на одну семью, скажем так, путешествие, самое дешевое, скажем, на Булус? На Булус? Я думаю, что это обойдется намного дешевле, чем импортные туры. Значительно дешевле, так сказать, взял, выехал и приехал. А для тех, кто хочет в комплексе все это осмотреть, то мы с учетом индивидуальных подходов сможем сформировать коллективные, индивидуальные туры, маршруты в этом плане.
Вообще чувствуется ли какая-то поддержка в плане туристической отрасли от правительства республики и, собственно, Российской Федерации? Какие-то, может, вы слышали, новые направления в этой части есть? Будете ли претендовать? Да, слышала, очень много сейчас предпринимается мер господдержки, да, в частности, это касается в целом отрасли бизнеса, да, это и производители, да, местные, это и ну, вот туристический бизнес. Вот такой поддержки много. И скажу, что это как, ну, является, да, это очень нужно, востребовано, и ну, это как вот человек заболел, и ему нужен стакан витамина, и как бы он восстанавливается, так сказать. Все равно это очень необходимо. Мы сейчас вот рассматриваем вот эти предлагаемые меры, и ну, вот, вскоре мы примем решение, какими мерами мы могли бы воспользоваться, и какие были бы для нас существенно ну, значимы, так сказать. Скажите, пожалуйста, вы как туроператор начали работу фактически не в самые такие стандартные времена, да, вы во время пандемии открылись, и что вас подвигло к этому, это очень интересно, тем более и наоборот, все бизнесы, они имели тенденцию закрываться, а вы только открылись. Это очень интересный момент. Да, это был такой сложный год, никто и, ну вот даже никому и присниться такое не могло, да, то, что вот такая большая пандемия, особенно по всему миру настигнет, да. Ну, вообще мы как бы мечтатели, и мы сами как бы любим туризм, мы сами, наша команда любит любители ездить в походы, да, там трекинги, выезжать в природу, да, отдыхать и наполняться энергией, вдохновляться, поэтому, ну, как-то вот видимо, такое время пришло, что мы приняли решение учредить юридическое лицо, коммерческую организацию и запуститься, так сказать, да. Но это наоборот, я считаю, что такие вот сложные времена, как сказать, закаляют людей, закаляют характер и вот рождают что-то вот, ну, все равно вот, когда нужно, все равно вот какие-то решения принимаешь, да, вот, и такие решения у нас вот были приняты, что, ну, все равно будем мы реализовывать различные проекты, не только туризм, да, как-то вот выходить из ситуации. Если нет возможностей, то ну, стараться создавать возможности и ну, вот, на все вот эти вот изменения смотреть с позитивной точки зрения. Как-то так. Спасибо большое, Раиса Александровна. Надеемся, что наш внутренний туризм, он будет процветать, будет развиваться. И все-таки многие говорят, что как бы времена изменений– это время возможностей, и республика, наконец, станет Меккой для туристов и показывать себя с лучшей стороны всем приходящим туристам, и чтобы местные жители, наши якутяне, наши соотечественники тоже могли любоваться красотами нашей республики. Да, спасибо, Николай, за приятную беседу. И всем остальным хочу пожелать успехов, удачи и на все изменения смотреть только позитивно и идти вперед, так сказать.